Привет, друзья! Группа независимых депутатов отправляется в гости в газету «Алтайдын Чилманы». Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Это у нас что, бухгалтерия, да? Да, бухгалтерия. Здравствуйте. Здравствуйте. Долго к вам собирались? Без предупреждения. Не стесняйтесь, сразу. Так, молодцы. В здоровом теле здоровый дух. Добрый день. Арзай Мадышевич, Здрасте. заслуженный работник культуры Российской Федерации, известный журналист, Да. все его знают, который Да. много лет работал не только в нашей редакции, но в С ГЗК. десантиками дружно, все. Да. Туршин Дмитриевич Яшев, наш молодой журналист, относительно молодой, да? Ну, да. Поэтому у нас кабинеты, У вас такие что, творческие. проверка, что ли, как тут, что? Пришли посмотреть, в каких условиях. Добрый день. Гость неожиданно. У нас корреспондент Мечикаевна Саня на многие годы также работала в Чистых Зорях. С прошлого года она в нашем коллективе работает. Айгуль Владимировна Майманова, Инчинова. Я думаю, что многие депутаты Республики Алтай и вообще, в принципе, жители региона ее хорошо знают. Одна из немногих, которая окончила литературный институт и человек публицист, и который, я думаю, что и все творческие интеллигенции нашего региона знают. Мы хотим сказать, что мы возмущены вот этим шумом, гаммом, я не знаю из-за чего, но работать мы хотим и работаем. Видите, люди к нам обращаются, читатели, и мы сейчас над тиражом планируем работать, по рекламе планируем работать, и вообще мы хотим, чтобы в нашей газете, вот, допустим, вот, все наболевшие вопросы нашего народа, нашей республики, наших сел, они отражались в газете. И так отражается. Вот в Кашагар съездили с этой стороны, со стороны спорта, сельского хозяйства, социальной стороны, потому что как бы... Вы уже на новой машине ездите? Или... Да, мы съездили, прекрасно съездили, все хорошо. Знаем, что надо говорить, что они используют, говорят, что весь коллектив против, а на самом деле не весь коллектив. Вот мы вам хотели об этом сказать. Ну говорите, я вас Да, потому внимательно что слушаю, записываю. Некоторые люди говорят, весь коллектив против. Ну, и мы вообще, вот мы журналисты, да, вот эту работу мы ведем. И нам непонятно, почему такие возмущения. Пойдемте, коллеги, пройдемте, вас покажу вам. Жива уже давно, и вот сейчас, вот в наше время вот это коронавируса, время каких-то инфляций больших, он особенно обострился, потому что заработная плата работников средств массовой информации, государственных средств, вот две газеты всего у нас, сегодня очень, сравнимо и даже меньше, чем санитаров медицинских учреждений республики, да, каких-то технических работников образовательных учреждений. У нас сегодня оклады составляют от 4 до 6 тысяч, и те не повышающие средства, которые добавляются к этому окладу, они не восполняют тех расходов, потому что везде все повысилось, одежда, продукты, у нас все люди с семьями же, а те средства, которые добавляют нам бюджету, о котором вот постоянно говорится, о том, что с 6 до 8, они в основном уходят на выпуск газеты, на типографские расходы, бумаги и прочее. Поэтому сама ситуация с заработной платой работников редакции газеты «Алтайдын Чилманы», я все-таки хочу сказать, что и других работников, например, издательств, там, культура, оно остается в том же положении, и мы нигде и никак не чувствуем вот улучшения своей ситуации. По этому вопросу мы обращались и в прежние созывы госсобрания, и в Урултай, и в правительство, и считаем, что региональные власти должны все-таки принять какие-то меры о дополнительном субсидировании вот этих работников, потому что даже заработная плата муниципальных образований, в зависимости от того, как главы муниципальных образований относятся к своим газетам, оно лучше, чем у нас. У них заработная плата в некоторых газетах даже больше, чем у журналистов и работников республиканских средств массовой информации. Как мы знаем, что вот та тарифная сетка, Асмиревна, да, она с 1976 года,
96-го года не изменялось, не изменялось. Если работникам культуры, к которым мы относились, да, если работникам культуры вот заработная плата как-то индексировалась с регионального бюджета, да, мы остались вообще, мы раньше были партийными газетами, все-таки это орган, который проводит государственную политику, выполняет государственные задания. Мы вот с перестройкой и с изменением общественно-политического строя России, мы, государственные газеты не только вот нашего региона, вообще остались вот так вот в подвешенном состоянии. Это самый сложный вопрос. И сегодня, если та ситуация продолжится в дальнейшем, национальные газеты при той заработной плате в минимальном размере и вот до 20 тысяч просто мы останемся без кадров. Люди не приходят сюда работать именно из заработной платы. Когда вот я работаю в этой газете уже 41 год, в этом году будет 42 года, и когда мы приезжали, здесь было всего 2 женщины-журналисты работали, здесь работали мужчины, потому что была заработная плата, была какая-то защита. Сейчас здесь работают в основном женщины, потому что мужчины на эту работу не приходят, журналисты не приходят, мужчинам надо кормить семью, кто придет. А те люди, которые сегодня здесь работают, они никак не защищены. На ту заработную плату сегодня даже семью прокормить невозможно. Это вообще сложнейший вопрос, который вообще надо решать не только на региональном, вообще на федеральном уровне. Как мы знаем, в других регионах, в Алтайском крае, в Читинской области, в других национальных газетах, их положение тоже зависит от того, как региональный бюджет заботится о своих государственных газетах. Их тоже мало, 1-2 газеты, и если глава региона как бы уважает газеты, ценит, то вот эта субсидия, которая выделяется им, она больше. А если, как у нас в регионе, мы оставлены вот в таком состоянии, как сейчас, да, выживайте как хотите. В свое время мы были в бюджете, потом при оптимизации бюджетных расходов культурные учреждения республики, не только нас, музей, библиотека, издательство, их всех перевели в автономные учреждения. Но эти национальные образования без поддержки государственной власти не выживут. И это, я считаю, что это не только вот какой-то вот такой региональный вопрос, это вообще вопросы национальной политики. Подскажите, а вот истоки конфликта, который сейчас у вас тлеет в редакции, это вопросы заработной платы, о котором вы говорите, да, или что-то еще? В том числе. Но в настоящее время конфликт, который происходит в редакции Алтайдын Шолманы, это конфликт между руководителем и между работником, коллективом. И то, что сегодня в социальных сетях и в других таких местах, озвучивается о том, что здесь как бы какие-то кланы, например, Тонжанские, или какие-то кланы здесь участвуют, или какие-то там сугашинская мафия там свою руку приложила, или какое-то влияние оппозиции, я думаю, что или конфликт между старшим и младшим поколением, который происходит, объясняет вот этот конфликт. Я думаю, что это выдуманные причины, которые уводят суть конфликта просто в сторону. Это кто-то придумывает и специально это что проводит, но настоящий конфликт просто между руководителями и работниками коллектива. И если вот этот вопрос как-то нормально решится, я думаю, что обстановка в коллективе нормализуется. На ваш взгляд, скажите, что должна Айсулу Мириевна сделать, чтобы этот конфликт исчерпался? Мне очень трудно это говорить, потому что я... Сейчас я скажу как. Что нужно сделать? Мы говорили об этом в коллективе, мы говорили об этом с Айсулой Миреевной, да. Это очень сложный коллектив, и мне вот честно, по-человечески жалко Айсулу Миреевну, потому что это действительно очень такой человек старательный, желающий работать, может человек, который что-то сделать, да, и креативный человек. Вот в начале этого конфликта я была на ее стороне. Но бывает так, что человек не сложился, человек не газетный. Вот у нас, например, большинство коллектива считает, что Айсулу Миреевна человек не газетный, да, и ее энергию, ее возможности надо использовать в каких-то других возможностях, потому что когда вот
на последней сессии я видела, правда, это по онлайн, и когда говорила Мария Демина о том, что мы сегодня ломаем судьбу человека, я считаю, что ломая судьбу нашего редактора молодого, мы ломаем еще сам коллектив. Мы прямо через колено его ломаем, и вот такая ситуация вообще нас, меня лично, как старого человека, старого журналиста, меня это не то, что беспокоит, я даже не могу говорить, очень сложно. Мы все сегодня стоим в такой ситуации, и каждый человек в этом коллективе, да, разрывается на части, разрывается, потому что, ну, и я думаю, что мы должны принять какое-то решение, оно дальше не может так продолжаться. Ну, я вот от своего имени, я просто вот всю жизнь работала в этой газете, и мне жалко и тех людей, с которыми мы работали. И та жизнь, которая, и эту редакцию, и вот то, что сейчас происходит, ну, сегодня от ветеранов, наверное, я одна здесь, остальные как бы и не участвуют. И то, что вот какие-то разборки, скандалы, мы уже пытались это как-то со Слуей Ильиной говорить, с коллективом говорить, но сегодня, я думаю, начиная с какой-то нулевой точки, если Ильина, да, мы уже говорили, да, как бы с нулевой все забыть, ну, это очень сложно, потому что на любой довод приходится контрдовод, на любой аргумент контраргумент, у нас это бесконечно продолжается. И, может, традиции ломать, это не всегда хорошо, не всегда хорошо. И тем более в таких традиционных коллективах, и все-таки это... Я думаю, что национальная газета и вопросы вот наши сегодня. Я вот сейчас узнала, что вопрос национальной газеты «Алтайдың Шуманы» вынесена на собрание Пестельга алтайского народа. Я думаю, что это тоже закономерно, потому что вопросы, которые касаются алтайского языка, которым всю жизнь занималась наша газета, это вопросы все-таки не только коллективной редакции, это вопросы народа Республики Алтай, сохранение языка, вопросы национальной политики. Ну, может, неправильно, я так думаю. Можете ответить на вопрос, какой, по вашему мнению, выход-то из этой ситуации? Вот мы здесь, собственно говоря, в том числе и поэтому. Я не могу сказать, я уже в свое время сказала, что самый лучший был бы выход, конечно, предоставить Айсулу Милевне при всей энергии, при всей креативности какое-то место использовать, возможности человека в другом месте, да, и здесь сегодня выполняющий человек, вот человек, который почти 40 лет работает, вот у вас в зале стоит, Ашкур Слуков, он бы мог, он сегодня выполняет работу, наверное, 3-4 человек, начиная с переводчика, кончая ответственным секретарем и заместителем. Люди, которые подготовлены, они бы могли обучить человека, который бы хотел, вот сегодня на эту должность, по моим сведениям, немало желающих, он бы мог бы подготовить, да, вот таких людей. Но я думаю, что все-таки каждый человек, который работает в этой редакции, да, в любом случае. Вот сегодня мы очень обеспокоены теми людьми, которые проработали здесь 20-30 лет, да. Люди, которые в наше безработное время найти еще где-то работу, хотя бы на такую маленькую работу, которые душу положили. Каждый человек, надо, решая этот вопрос, думать вообще о судьбе всех людей. Нас немного, нас сколько человек? 12, да, 15 человек работает в этой редакции, или 20 человек? Сколько у нас? 25 человек. 25 человек. 25 человек вместе с техническими работниками, да, журналистов 15, да, или даже еще меньше. Это вообще ценные кадры. И мы сегодня уходим, вот мы, например, сегодня, завтра уйдем, мы уже отработали свое время, и мы болеем за эту газету. Болеем. Ну, может ведь и так получится, что, скажем, Айсулу Милевна уйдет на повышение, пришлют другого человека. Вот и поэтому мы говорим, что вот человек должен приходить сюда, год проработать, показать свою возможность, да, работая рядом, вот, например, это заместителями, что и тогда он сам поймет, он может работать здесь или нет. Он вытянет это, или ему это не нравится, да, каждый день вот это, потому что это очень тяжелая работа. Айсула Милевна, скажите, вот все-таки насчет конфликта, у вас какой план-то есть какой-то? Нас-то это интересует. Да, как все-таки быть? Вопрос, что делать с конфликтом? У вас есть какое-то видение?
Я так Сергей понимаю, что Владимирович, не получается пока договориться, да? присаживайтесь, Сергей Недавняя публикация была снова в сети, опять взбудоражила всех, и нас в том числе. Знаю, что это извне на самом деле подогревает, по моим догадкам, это мои чисто субъективные вещи. Конечно, это так как в силу своей работы я всегда сижу и работаю, я не могу за всем уследить, к сожалению, но я слежу за тем, что у меня здесь происходит, да, и так далее. Моя работа заключается в том, чтобы газета выходила и так далее, да, никому не делает чести, конечно. И когда вместо того, чтобы все-таки это урегулировать и подливать масло в огонь и стараться как-то все-таки верховодить даже, мне кажется, да, и делать каким-то, я не знаю, ну, притчи во языце, это не совсем правильно, потому что, ну, вот моя точка зрения. Я вот не пойму, сейчас о ком говорите. Но я думаю, что есть люди, которые, ну, себя могут узнать, или, я не знаю, ну, в силу этических соображений и воспитанности, Оскар Спекович, я, конечно, такие вещи не буду говорить. Нет, просто сейчас говорите, эти люди среди нас есть, или вообще среди депутатов есть, которые... Ну, в вот принципе, я подогревают? думаю, что да, есть такие люди, которые кому-то, наверное, конфликт интересен, и тема Алтайденшина интересна, и так далее, и так далее. Вот. Вот если коротко, Нам то здесь, так. честно говоря, этот конфликт не интересен. Он просто нас тревожит тоже. Мы видим, что проблема. Нам и коллектив жалко, и вас жалко. Если честно сказать, что мы тоже думаем, что может быть какую-то вам, правда, дали бы должность достойную такую, где вы Дайте, себе Оскар реализовали. Спекович, бы. Скажите, какая вам нравится стезя? Вот куда бы вы пошли работать? Может, мы за вас попросим тогда. Сергей Владимирович, вы хотите стать моим агентом? Ну, я уловил в ваших словах, все-таки речь идет частично и о группе независимых депутатов. Потому что один телеграм-канал мою фамилию написал, что я основной претендент на пост главного редактора. Вы-то как к этому относитесь? Ну, знаете... Как вы себе представляете Кухтуекова, Сергей редактора Владимирович, я не знаю, Челмана? как я представляю Я Сергея. думаю, никак. Да, да. И поэтому, знаете, Сергей Владимирович, как-то я за всеми публикациями, к счастью, не слежу. Я не смотрю комментарии, к счастью, да. Я никогда их нигде не писала. Это могу положить руку на сердце, открыто сказать, да. То есть вот в чем чиста, так в чем чиста, и поэтому что там люди пишут, домысливают и так далее, но сегодня, к сожалению, интернет-пространство ни вы, ни я, никто не может регулировать, и каждый волен писать все, что хочет, и так далее, в силу своих там, возможностей, фантазий и так далее, и тому подобное. Вы сказали в свое время, я вам обращалась в 2016 году, вы помните? По поводу, вы, наверное, узнали вот эти белые кресла, белая мебель, которая в Верске стоит. Это та именно мебель, которую ваши сотрудники по моей личной просьбе, Сергей Владимирович, увозили к вам, и вы нам за 15 тысяч с графиком платежей вы перетянули вот эту светлую кожезаменитель и так далее. И за что я всегда благодарна вам. Помог сэкономить деньги, да? Да, На самом деле Айсула Миреевна проявила активность, что я неоднократно подчеркивал, энергии не отнимать, талантливый журналист. Здесь у меня вопросов не возникает. Но и мы при пошли этом, навстречу, Сергей как Владимирович, компания, нет. сделали все бесплатно, сделали очень нет. гибкий график платежей, Да. бескредитные рассрочки, то есть максимально постарались из скудного бюджета. Они получили сразу продукт, а потом потихоньку, без процентов. Всем Всем было хорошо. Для нас это было больше на спонсорскую помощь похоже, потому что это было сделано по себестоимости, с длительным графиком платежей. Но почему не помочь единственной газете с таким активным редактором? Просто я понимаю все Нет, это. после Я это этого все Сергей понимаю, Владимирович, да. что публично сказали о том, что не я к вам обращалась и так далее. То есть, тоже передергивание фактов, Сергей Владимирович, это, на мой взгляд, это не всегда красит, наверное. Я не говорил такого. Это, Сергей Владимирович, это вы говорили. и Я так тоже думаю, у публично вас сказали. конфликт не с этим связан. Я как раз... Нет, конфликт, конечно, не с этим связан, но просто вот для общей картины, Сергей Владимирович, я просто в глаза ему говорю к вам, у меня нет, к счастью, таких манер говорить все это за глаза. И как-то это мне не особо понравилось, потому что я лично на вас выходила, лично с вами разговаривала, и за что я всегда публично благодарна вам до сих Я это пор, подтверждаю, за то, что пошли Сумерин. навстречу. Да,
Безусловно, так и было. И сегодня эта мебель до сих пор служит, до сих пор стоит. Айсула Мирина, у вас мы письмо видели в ГТРК, там тоже люди подписали коллективное обращение с просьбой вас уволить из ГТРК. То есть сейчас вторая история, где другой коллектив уже пишет это же обращение с просьбой вас уволить. Ну, один раз может быть это такое исключение из правил, но два раза об одном и том же разные коллективы пишут. Ну, мне кажется, как-то надо пересмотреть подходы к коллективу, к людям. Это не отвечаете. Можно я скажу, Ну, вы Сергей долго Владимирович, подводите, да? у меня Нет, пленка Сергей заканчивается. Извините, Да, Айсула ладно, Мирейна. вас не закончили говорить. Конфликту больше года. Ваш план какой? Можете объяснить? Потому что дело не в заработной плате, насколько Дело я... в первую очередь заработная Да, плата. но Дело все-таки в первую очередь, моральная да, потому что на самом климат в деле коллективе. это очень унизительная ситуация. Я абсолютно с этим согласна, потому что цены растут, у нас заработная плата, конечно, она увеличивается. Да, она увеличивается потихонечку, но не так хотелось бы, наверное, скачками, как у нас растут цены на рынке. Я думаю, что сегодня, если масло растительное стоит, ну, я как женщина-хозяйка знаю, 170 рублей, это никуда не годится, да? То есть, соответственно, у нас заработная плата не увеличивается на 30% или на 40%, как у нас цены растут. Так много? И поэтому сегодня, допустим, поймите, мы сегодня будем зарабатывать. Допустим, что даже заработная плата повысится, мы так поняли, конфликты не исчерпаются на этом все равно. Я думаю, что исчерпается.